Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, добрый день. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио «Титим» Сахарадиото. Режиссеры Николай Слепцов и Мария Сункалырова. У микрофона ведущий редактор Юрий Сергеев. Приветствую всех телезрителей и радиослушателей. В нашей сегодняшней передаче наступивший год знаменует 300-летие рождения Российской академии наук. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2022-2031 годов в Российской Федерации десятилетием науки и технологий. Вот и послезавтра, 8 февраля, отмечается День российской науки. И в связи с этим тему программы сегодня посвятим вкладу ученых Якутии в изучение наследственных нейродегенеративных заболеваний, вкратце НДЗ. И эти даты заставляют обратиться к истории изучения наследственных нейродегенеративных заболеваний в Якутии, вспомнить известных ученых прошлых лет, которые впервые занимались исследованием этих заболеваний, ну и, конечно, остановиться на нынешнем состоянии НДЗ, перспективами изучения этих заболеваний в нашей республике. В нашей сегодняшней передаче принимает участие председатель региональной общественной организации Ассоциации пациентов со спиноцеребелярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия, научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, врач-генетик, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия Оксана Гавриловна Сидорова. Здравствуйте. Добрый день. И ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Мосова, кандидат биологических наук Татьяна Михайловна Сивцева. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Уважаемые телезрители и радиослушатели, как всегда, по традиции, вы можете задать свои вопросы, выразить свои пожелания по телефонам прямого эфира. Я напомню, 32 2066 и 32 1166. Иногородние тоже могут до нас дозвониться, набрав 8 гудок 411 и номера телефонов прямого эфира. И гости нашей студии, надеюсь, очень подробно ответят на все ваши вопросы. Ну что ж, Оксана Гавриловна, вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, телезрителям, что такое нейродегенеративные заболевания? Нейродегенеративные заболевания – это группа таких заболеваний, которые характеризуются дегенерацией или вырождением нервной ткани в определенных ядрах и проводящих путях. Они характеризуются нарушением функций физической, когнитивных функций, эмоциональной и интеллектуальной сферы. Ну, конечно, какую роль они играют в нашем обществе, конечно, да, вообще в нашей среде человеческой, все эти годы. И какие из них наиболее распространены у нас в республике? Пожалуйста. Нейродегенеративные заболевания в последнее время соотносятся с социально значимым заболеваниям, потому что они все больше и больше распространяются в обществе, и нейродегенеративные заболевания с некоторых пор стали считать тихой эпидемией 21 века. Наиболее распространенные заболевания нейродегенеративные в Якутии из мультифакториальных – это болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз и околофарингеальная миотоническая дистрофия из наследственных, спиноцеребелярная атаксия, миотоническая дистрофия, болезнь Кеннеди и ряд других заболеваний. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, вы уже поняли, о чем сегодня пойдет речь в нашей теле- и радиопередаче. Татьяна Михайловна, к вам вопрос. Да?
вкратце, если можете рассказать нашим телезрителям, радиослушателям вот об истории создания вашего научно-исследовательского центра мединститута, да, нашего университета. Вот как она вообще связана с изучением вот нейродегенеративных заболеваний, НДЗ? Наш центр начинает свою историю с 1992 года, когда по указу первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева был создан научно-практический центр вилюйский энцефаломиелит. Это заболевание известно с 50-х годов прошлого века. И это очень интересное такое заболевание, которое поражает только якутское население. И к нему было еще с 60-х, 70-х годов самое пристальное внимание. А в свое время, тут если начинать с самых истоков, это вообще изучение нейрогенеративных заболеваний, таких сложной такой темы, начал Прокопий Андреевич Петров. Это выдающийся якутский ученый, врач, организатор здравоохранения. Более подробно, наверное, еще мы расскажем о нем. Да, конечно. Вот сегодня в ходе нашей сегодняшней передачи мы остановимся на этих фамилиях наших крупных ученых, организаторов якутской медицины, да? А наш центр же, как говорится, продолжил дело Прокопия Андреевича и был целенаправленно создан для изучения вилюйского энцефалита и других нейродегенеративных заболеваний. Хорошо. Так, Затем, извините, пожалуйста, затем он расширил сферу своих интересов, и в 1996 году он был преобразован в Институт здоровья Академии наук нашей республики, которая, кстати, тоже отметила 30-летие, юбилейную дату в этом году. И затем уже в составе СВФУ мы продолжили свою работу, и сейчас мы являемся научным исследовательским центром мединститута. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, сейчас мы немножко окунемся в историю, поговорим тоже и постараемся даже услышать сегодня голос, скажем так, уже легенды нашего человека, тоже крупного нашего ученого, невролога, да. Вот, Оксана Гавриловна, какую роль, в какие года и какой группой ученых впервые началось изучение нейродегенеративных заболеваний у нас в республике? Давайте вот с этого. Да, я продолжаю тему Татьяны Михайловны. Хочу сказать, что вилюйский энцефаломиелит был одним из изучаемых нейродегенеративных заболеваний Республики Саха-Якутия. И в 1926 году Колпаковой Тамаре Александровной впервые было это заболевание описано, когда она участвовала в комплексной экспедиции по вилюйской группе улусов. И в 1950 году Прокопий Андреевич Петров после окончания Иркутского мединститута приехал в Вилюйск, стал работать врачом-неврологом. И он также описал ряд пациентов. И в начале 50-х годов на 11-й сессии Института вирусологии Ивановского он впервые выступил с докладом о вилюйском энцефаломиелите. И это заболевание было впервые признано отдельным заболеванием, отдельной нозологической единицей. И в 1954 году специалистами из Москвы была впервые организована экспедиция по изучению вилюйского энцефаломиелита. Таких экспедиций всего было 4. Ну что ж, вот у нас, кстати говоря, вот сейчас на прямой связи с нашей студией будет человек, который непосредственно бывал в экспедиции, непосредственный свидетель этих событий. Я сейчас вот представлю его. Это доктор медицинских наук, профессор Федор Алексеевич Платонов, который тоже стоял у истоков изучения нейродегенеративных заболеваний в республике. Он с нами на прямой связи с нашей студией по телефону. Здравствуйте, Федор Алексеевич. Здравствуйте. Я уже об этом сказал, что вы непосредственный свидетель и участник тех экспедиций. Это наверняка давало возможность еще глубже вникнуть, в проблему и изучение нейродегенеративных заболеваний. А ведь рядом с вами еще тогда молодым, наверное, ученым, специалистом, работали ведь крупные ученые и специалисты того времени. Вам слово, пожалуйста, Федор Алексеевич. Да, это были
сотрудник Института роли Милита, Академии наук СССР. Это Лев Гершевич Гольфар. И я начал работать в 1979 году. И впервые к нам в Якутию приехал лауреат Нобелевской премии Карлсон Гайдеша. Это был такой фурор, он показывал фильмы, он рассказывал очень доходчиво свои работы, которые он провел в океане. Я раскрыл природу такое заболевание, как куру. Это вот болезнь, есть такой кроющий якобы. И вот эта болезнь передалась этим народности куры, и хоры народности, и это болезнь они назвали куры. Это, как сказать, дрожание, насильственный смерть. Ну и что касается такси, насильственного такси, которым я занимался все время, и у меня диссертация какая-то тема написана. И, кстати, хочу заметить, что такую маленькую справку, что я не профессор, я просто доктор медицинских наук. Да, и работу по условно можно разделить на две стадии. Первое – это клинико-генеалогические исследования заболеваний, которые были собраны обширный клинический материал, собраны авароматные больниц, наследственные патологии. И второе – это молекулярно-генетический этап, это начиная от 1994 года. Вот в 91, 92, 93 годах мы ездили экспедиции по Венску, по Лёкме, по Нербе, по Львивскому району, по Аблийскому, Аллаевскому району ездили. И собирали материал генетический. Впервые в Якутии мы собирали такой материал для исследования ДНК. И вот наши ДНК попали в такую большую научную программу, которую заканчивал профессор Ау Бюргер в Дюссельдорфе в центре. И впервые наследственная токсия мяса была идентифицирована как клинико-регулярная токсия первого типа, и причиной ее заболевания явилась мутация на 6 пары хромосом. Был такой лобильный так называемый участок, который менял свою длину, и от этого зависело, в каком возрасте заболеет человек. Поэтому это, конечно, был большой прорыв. И вот с 1994 года начинается уже молекулярно-генетические исследования всех наследственных болезней человека в Якутии. И мы в тесном контакте работали с Институтом здоровья США, это город Бекетия, штат Мэриленд. Ну все, спасибо вам, Федор Алексеевич, за эту информацию. Хочется пожелать вам здоровья, прежде всего здоровья и успехов в вашей личной жизни, да, и с наступающим Днем российской науки, десятилетием науки и технологий. И вот в этом году 300-летием рождения Российской академии наук. Спасибо за информацию. Спасибо. На прямой связи с нашей студией был доктор медицинских наук, ветеран нашей якутской науки Федор Алексеевич Платонов. Надо сказать, что в 2013 году он возглавил НИИ здоровья Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова. А он, кстати говоря, ученик Афанасия Ивановича Владимирцева, одного из крупных организаторов якутской медицины. Поэтому надо сказать, что действительно Владимирцев был первым главным неврологом у нас в республике Саха-Якутия в те годы. Ну что ж, мы продолжаем нашу телерадиопередачу, уважаемые радиослушатели. Я думаю, что, наверное, слово предоставим все-таки Оксане Гавриловне, да? Мы уже сказали, что, конечно, большой научный вклад внесли первые поколения ученых в изучение нейронегативных заболеваний. Очень много все-таки достижений, да? Много сделано ими. Да, конечно же, как упомянула в своей статье Татьяна Яковлевна Николаева, что новые открытия открывают новые звезды. И Прокопий Андреевич Петров в то время, конечно, не задумывался, что он откроет целую школу, и его примеру последуют молодые ученые. И мы, конечно, до сих пор наблюдаем когорту и
молодых ученых, очень много выросло на его примере, на его школе докторов и кандидатов медицинских наук. И вперед продвинулась также, хочется отметить, и медико-генетическая служба Республики Саха-Якутия. Очень хорошо, значит, семимильными шагами прошло развитие после открытия Национального центра медицины, молекулярно-генетическая служба Республики Саха-Якутия. Так, ну наши телефоны работают в прямом эфире, уважаемые телезрители, радиослушатели, 32 2066, 32 1166. Если есть такая возможность, то, пожалуйста, звоните, мы ждем ваши вопросы к участникам сегодняшней телерадиопрограммы. Ваши пожелания тоже услышим. Ну что ж, время у нас еще есть до ухода на рекламу. Хотелось бы задать вопрос, конечно, Татьяне Михайловне. Да? Вот ваш центр, вот немножко расскажите о центре. Кто сегодня там работает, сколько человек? Вообще сейчас чем занимаетесь? Ну, сейчас наш центр уже небольшой такой. 10 человек у нас работает. Но сейчас уже основная тема у нас генетические особенности генофонда Республики Саха-Якутия. По госзаданию мы работаем, занимаемся вопросами адаптации и вообще состояния здоровья, возраст зависимых заболеваний, генетическими исследованиями. Наш центр участвовал в проекте «Российские геномы» по изучению полных геномов народов, якутского народа и вообще народов России. А в настоящее время мы занимаемся вопросами адаптации и эпигенетическими исследованиями. Но продолжаем еще, так как мы все равно являемся правопреемником, можно сказать, Института здоровья, и все равно вилюйский энцефалит и нейрогенеративные заболевания остаются в фокусе наших интересов. Все-таки я считаю, что Институт здоровья, который существовал, да, я помню эти вот деревянные 2 двухэтажных здания за медцентром, да, вот, поэтому там, кстати, очень тогдашний руководитель, тогдашние ученые, врачи, вот, диагностика-то ведь была тогда тоже на уровне, считать можно, да? Многие установили это тоже. Не только диагностика, наш научный... Тем же заболеваниям нейродегенеративным, да, в том числе. В первую очередь он отличался тем, что там была клиника для больных вилюйским энцефалитом и нейрогенеративными заболеваниями. Это вообще такая особенная структура, можно сказать, других, специфичная, да, что именно для наших больных было, что больные могли приезжать, лечиться. И вот это та система, которая была выстроена в то время, да, по диспансеризации, по наблюдению и, в общем-то, по лечению больных, все-таки способствовало тому, что со временем уменьшилось количество больных. И вот это, к сожалению, из-за того, что вот здание было не очень приспособлено, и клиника со временем перестала существовать. Да. И вот благодаря тому, что в Якутском научном центре появился уже центр нейрогенеративных заболеваний, сейчас уже они могут там обслуживаться. Так, хочется еще отметить наш коллектив, наших руководителей. Первым руководителем нашего центра был Василий Прокопьевич Алексеев, доктор медицинских наук, профессор, который тоже способствовал тому, что развивались вот эти исследования по программе биологии вилюйского энцефалита. Привлекались ученые со всего мира, российские ученые. Была создана лаборатория молекулярных исследований под руководством Осаковского Владимира Леонидовича, кандидата биологических наук, который внес очень огромный вклад в изучение именно вот таких причин патогенеза. У нас внедрялись диагностика и генетическая. Сейчас у нас работает по иммунологии диагностика. То есть сегодня вот база все-таки есть у вас, да, ваша? У нас небольшая лаборатория, мы сохраняем, делаем анализы по не только вилюйский энцефалит сейчас, а больше у нас отправляют из разных клиник, неврологических отделений у нас уже несколько. Нам отправляют образцы ликвора от больных демиелинизирующими заболеваниями, рассеянным склерозом, которые, к сожалению,
сейчас немножко увеличивается. Угу. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, напомню, что сегодня мы ведем речь о наследственных нейродегенеративных заболеваниях. Мы продолжим нашу передачу через буквально несколько минут. Вернемся в нашу студию и продолжим беседу с нашими уважаемыми прекрасными дамами. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, Якутск сегодня мы в прямом эфире. 32 2066, 32 1166, телефоны прямого эфира. Мои собеседники, председатель региональной общественной организации Ассоциации пациентов со спиноцеребелярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия, научный сотрудник Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, врач-генетик, отличник здравоохранения Республики Саха-Якутия Оксана Гавриловна Сидорова и ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Моссова, кандидат биологических наук Татьяна Михайловна Сивцева. Но мы продолжаем нашу тему о вкладе якутских ученых в изучение наследственных нейродегенеративных заболеваний. В первом блоке мы затронули небольшой такой исторический аспект, вспомнили первых и те, кто стоял у истоков этой вопроса изучения нейродегенеративных заболеваний. Ну и сейчас мы продолжим. Оксана Гавриловна, в настоящее время, уже наша современность, скажем так, кто из научных работников Якутского научного центра комплексных медицинских проблем занят, изучением нейродегенеративных заболеваний, НДЗ. Пожалуйста, вам слово. Да, благодаря Прокопию Андреевичу Петрову, его упорству, его организаторскому таланту, его трудолюбию и коммуникативным способностям Якутия открылась как эндемичная зона для нейродегенеративных заболеваний и в том числе наследственных, потому что, изучая вилюйский энцефаломиелит, были открыты и наследственные формы нейродегенеративных заболеваний. Так, я вас перебил. Извините, Оксана Гавриловна, у нас телефонный звонок, режиссер мне показывает. Алло, послушаемте, давайте. Алло. Да-да. Добрый день. Добрый день. С наступающим праздником науки. Спасибо. Я хотел бы задать вопрос этим врачам. Так. Пожалуйста, задавайте вопрос. Времени. Есть два вида вроде энцефалита, вилюйский и северный, обыйский или американский. Там какое-то различие или что-то есть? Да, вилюйский энцефаломиелит – Спасибо. это отдельное заболевание, которое не относится к наследственным нейродегенеративным заболеваниям, а спиноцеребелярная атаксия первого типа является наиболее распространенным заболеванием именно в Абыйском улусе. Наша общественная организация в 2021 году выезжала и работала в этом улусе, и мы знаем о том, что наибольшая распространенность спиноцеребелярной атаксии первого типа в Якутии – это Абыйский улус. Так, 32 2066, 32 1166. Оксана Гавриловна, продолжаем. Ответы на вопрос. И с подачи Прокопия Андреевича Петрова началось изучение нейродегенеративных и наследственных нейродегенеративных заболеваний. На сегодняшний день хочу отметить, что открыта клиника Якутского научного центра, и при нем Центр нейродегенеративных заболеваний в 2018 году, и который сейчас руководит кандидат медицинских наук Татьяна Кимовна Давыдова. Среди ученых, которые продолжили дело Прокопия Андреевича Петрова, также хочется отметить и нынешнего главного невролога Татьяну Яковлевну Николаеву,
Хочется отметить ученого, кандидата медицинских наук, паркинсолога, известного Топахова Алексея Алексеевича. Вот. И также хочется отметить Айталину Лукичну Сухомязову, кандидата медицинских наук, которая занималась и занимается, продолжает миотонической дистрофией 1 первого типа, Рассалима Куршмана Штейнерта Баттона. И наряду с этим Светлану Кимовну Степанову, кандидата биологических наук, которая также занималась миотонической дистрофией, Куртанова Харитона Алексеевича, занимался околофарингеальной миотонической дистрофией, Гурьеву Полину Иннокентьевну, которая занимается Шарко Маритус и другими заболеваниями. В продолжении нашей работы по изучению нейродегенеративных заболеваний в отделении неврологии молодые ученые, научные сотрудники, младшие научные сотрудники также продолжают дело Прокопия Андреевича Петрова, изучают такие распространенные в Якутии заболевания, как болезнь Паркинсона, которая относится к мультифакториальным нейродегенеративным заболеваниям, боковой амиотрофический склероз и другие наследственные заболевания нейродегенеративные, как Шарко-Маритус, болезнь Кеннеди, ОФМД и другие. Ну что ж, конечно, разновидностей, оказывается, очень много, да? Да, вот. разновидностей много. много, Нейродегенеративных заболеваний на сегодняшний день исчисляется более 30, и с каждым годом учеными во всем мире открываются все новые и новые виды нейродегенеративных заболеваний. Хочется отметить, что по данным Всемирной организации здравоохранения в 2030 году количество нейродегенеративных заболеваний во всем мире ожидаемо удвоится. В 2050 году количество НДЗ будет равно населению России. Это 150 миллионов человек будет планируемо болеть этими заболеваниями в сумме. И недавно вышло положение Минздрава Российской Федерации о том, что в каждом регионе надо стремиться открывать клиники нейродегенеративных заболеваний. И в продолжении работ, зачинателем которых был Прокопий Андреевич, значит, в 2022 году также открылось отделение нейрогенетики и неврологии на базе Национального центра медицины. Да, это, в общем-то, в городе Якутске уже есть, да, 2 стационара, да, куда может, в общем-то, обращаться пациенты уже с этими заболеваниями. Вот, Татьяна Михайловна, а вот какие наиболее значимые достижения в изучении вот этих заболеваний, да, были получены вот за эти годы? Может, какие-то основные можете назвать? Ну, самое основное, я считаю, это то, что заболеваемость вилюйским энцефалитом за это время значительно вообще уменьшилась. Сократилась. Да, сократилась. Ну, благодаря в том числе, наверное, вот этой организационной работе, тому деятельности вот отделения неврологов. Тут тоже бы я хотела своих коллег отметить, что долгие годы этой проблемой у нас занимался, помимо Федора Алексеевича, Всеволод Афанасьевич Владимирцев, Раиса Семеновна Никитина, врачи нашего отделения, Данилова Альбина Прокопьевна. Они неоднократно выезжали в экспедиции по отдаленным поселкам и Вилюйского района, и других, по всей республике, можно сказать. Наши исследования в основном проводились в лаборатории в сотрудничестве со многими научными центрами России и всего мира. Да. Ну, конечно. Достижения, если продолжать, это у нас то, что внедрен был метод диагностики, еще сейчас, оказывается, уже практически 20 лет, как внедрен метод так называемой олигоклонатной иммуноглобулины, который был в то время, наверное, в России один из первых регионов, где появился этот метод для диагностики. А также это достижение в изучении генетики. Внедрялись и новые такие методы диагностики, выявлялись новые мутации, ранее вообще неизвестные во всем мире,
Допустим, есть такое еще заболевание, как спастическая параплегия. И нами вот в сотрудничестве было выявлено, что это заболевание в якутской семье было связано с совершенно новой, неизвестной ранее мутацией. И тоже вот эта диагностика внедрялась. Вот, Оксана Горелевна, конечно, какие-то на сегодняшний день достижения, конечно, тоже у вас имеются, перспективы, да, в изучении. Но самое главное, мне кажется, поддержка самих пациентов, да, больных и их семей, членов их семей. Это очень, мне кажется, главное, на что следует, конечно, обратить внимание, наверное, и в том числе и медиков, да, со стороны медиков, психологов в том числе. Где, скажет, есть человек, который болен заболеваниями нейродегенеративными. Да, с пациентами достаточно сложно было работать в первое время, потому что так как большая часть этих заболеваний считается трудноизлечимыми, и подход к пациентам должен был быть определенный, и при ДНК-тестировании нужно было, чтобы соблюдались определенные этические нормы и правила. И в решении этих вопросов большой вклад внесла Сардана Кононовна Кононова, кандидат биологических наук, которая впервые в 2000 году выделила ДНК человека, что позволило нашим пациентам проходить ДНК-тестирование и верифицировать свой диагноз уже в Якутии. До этого анализы проводились в Москве или же в других лабораториях и за пределами Советского Союза и России. И Сардана Кононовна также была одним из создателей локального этического комитета, который решал вопросы, разруливал определенные ситуации по ДНК-тестированию. Она является автором методики, ввела правила ДНК-тестирования пациентов, определила возрастной ценз. И в этом ее, конечно, большой вклад. И то, что она выделила впервые ДНК, позволило также развиться другому течению дородовой ДНК-диагностики наследственных заболеваний. И наша медицина Якутии получила возможность и дала право выбора семьям с наследственными заболеваниями выбрать в семейном совете, принять решение о пролонгировании или прерывании беременности плодом, который имеет определенные мутации. Это, я считаю, большое достижение. И еще хочется отметить, что решением научных сотрудников Якутского научного центра комплексных медицинских проблем тогда еще в 2000 году, после начала ДНК-тестирования, мы планировали открыть общество больных, потому что трудности были общения с ними, нужно было их объединять, ставить под общий знаменатель, чтобы они могли сообща как-то и решать и свои проблемы. Но только в 2020 году у нас получилась возможность у сотрудников ЯНЦ КМП создать общество больных со спиноцеребелярной атаксией и другими нейродегенеративными заболеваниями. И получается, за 4 года работы, которые из них прошли в ковидное время, общество больных на сегодняшний день стало победителем уже 5 грантов. Это 3 гранта фонда президентских грантов и 2 гранта главы, и 2 субсидий мэрии городского образования город Якутск с проектом «Зеленая трость». На сегодняшний день мы посетили 7 улусов, выиграли грантов более чем на 8 миллионов рублей и провели консультации более чем 3500 пациентов в 7 различных улусах, из них 3 арктических. И в январе этого года, наступившего 24-го, стало известно, что мы стали победителями фонда президентских грантов и планируем выезд в 2 заречных улуса. Ну что ж, поздравляем вас, да? Спасибо. С этим получением гранта. Действительно, Татьяна Михайловна, если вкратце о планах
вашего центра. Можно поделиться, да? Мгм. Ну, наш центр продолжает свои исследования, и в основном, как я уже говорила, мы занимаемся вопросами адаптации. Если сейчас у нас в прошлом году мы получили очень интересные результаты по адаптации коренного населения, то сейчас мы занимаемся адаптацией пришлого населения. Что касается исследований нейродегенеративных заболеваний, то сейчас мы пытаемся внедрить диагностику еще одной ранее не выявляемой в нашей республике мутации. Да, вот эти нейродегенеративные заболевания, они очень разнообразны. И бывает так, что одно заболевание, но определяется разными генами. И каждый раз вот эти исследуя вот такие заболевания, мы вносим такую частичку, что ли, новых знаний вообще в мировую такую копилку о генетике человека, о здоровье человека. И надеемся, что это вот даст потом в будущем плоды, и чтобы вообще развивалась наука, и какие-то искались новые методы лечения. Хотя вот самая главная сложность в нейродегенеративных заболеваниях — это то, что вот у них нет лечения такого, которое можно было вот взять, дать лекарство какое-то больного. Поддерживающую терапию, да, скажем так. в основном сейчас идет поддерживающая, но исследования продолжаются, и они стремятся найти вот именно молекулярные какие-то подходы к тому, чтобы именно на молекулярном уровне уже как-то корректировать патогенез заболевания. Ну что ж, я думаю, наступит время, когда и будут результаты. Все-таки, да? Будем надеяться на это. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, времени остается совсем немного. Оксана Гавриловна, ваши пожелания коллегам вот в период, в преддверии Дня российской науки, пожалуйста. Я желаю своим коллегам, научным работникам Республики Саха-Якутия в преддверии Дня науки обязательно быть оптимистами. Вперед смотреть с большой надеждой. Быть упорным в достижении своих целей. И, конечно же, счастье, благополучие в семье и крепкого здоровья. Да, Татьяна Михайловна. В свою очередь тоже поздравляю всех коллег, наше научное сообщество с наступающим праздником. Желаю больших достижений, исполнения всех намеченных планов. И самое главное, конечно же, здоровья и оптимизма. Ну что ж, я хочу поблагодарить, конечно, за участие в нашей сегодняшней телерадиопередаче моих прекрасных дам, уважаемых людей, и Оксану Гавриловну Сидорову, врача-генетика, отличника здравоохранения Республики Саха-Якутия, и Татьяну Михайловну Сивцеву, ведущего научного сотрудника научно-исследовательского центра Медицинского института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Амосова, кандидата биологических наук. Сегодня мы говорили в нашей телерадиопередаче о вкладе якутских ученых в изучении наследственных нейродегенеративных заболеваний. Сегодняшнюю программу подготовил редактор Юрий Сергеев. До свидания. До новых встреч в эфире. Всего доброго. До свидания. Оставайтесь с нами.